Уникальным образом Божественное общается с вами в этот самый момент. Кто-то пытается удалить человека из вашего существования. Ваш Небесный Отец здесь думает о вас, и мне нужно обсудить с вами сегодня серьезные вопросы, особенно о тех, кто вам дорог больше всего в жизни. Сегодня я хочу поговорить о важнейших проблемах, которые влияют на людей, которыми вы дорожите больше всего в своем существовании. События, которые вот-вот развернутся в вашей семье, сигнализируют о новом необычайном путешествии, в которое ваша семья вскоре отправится. Беспокойство, чувство страха и печали, которые вы испытываете, вызваны этими обстоятельствами. Однако вскоре вы обретете радость и неожиданные финансовые благословения, поскольку ваши денежные проблемы будут решены. Препятствия, вызывающие у вас финансовые затруднения, ведут к этим преимуществам через божественную благодать. Все это возможно. Продолжайте смотреть это видео до конца, чтобы сделать чудесное открытие. В последние годы у вас были неудачи, и я полностью осознаю их. Сожалею, что вам пришлось нести их бремя. Возможно, вы столкнулись с препятствиями, столкнулись с негативной реакцией или, возможно, потеряли что-то ценное на своем пути. Тем не менее, я хочу, чтобы вы поверили мне, когда я говорю, что этот год будет для вас одним из лучших. Вместе мы восстановим контроль над вашими ресурсами, активами и домашним хозяйством, обеспечив более эффективную помощь. Время, необходимое для того, чтобы ваши мечты стали реальностью, не будет слишком долгим. Однако вы всегда должны сохранять чувство благодарности и веры. Пройдет совсем немного времени, и ваши мечты сбудутся. Поставьте лайк и поделитесь этим видео, если вы верите в Божественное. Помните, доверие – это ключ, который открывает дверь и позволяет вам получить все мои благословения. Может показаться, что решения этой ситуации нет, но если вы мне доверяете, я его найду. В данный момент Всемогущий работает в вашей жизни, чтобы произвести изменения, которые будут Ему угодны. Если вы примете Его в свою жизнь, вы перейдете из состояния нужды в состояние изобилия, поскольку Он превратит всю вашу печаль в радость. С помощью Духа Христова это преображение осуществится. Чтобы получить божественную помощь, необходимо просмотреть это видео от начала до конца, исключая ненужные сцены. Дорогое мое дитя, приготовься к году, наполненному обильным богатством, подарками и победами. Вы рады услышать о чуде, которое избавит вас от всех ваших денежных забот к завтрашнему утру. Доверьте мне свою веру, чтобы я мог творить чудеса в вашей жизни. Я расскажу о последующих фантастических событиях. Помни, я люблю тебя и всегда рядом, когда ты во мне нуждаешься. Очень важно, чтобы вы никогда не забывали об этом. Я недалекий, безличный Бог, скорее, я тот, кто близок к вам. Я хочу, чтобы вы это поняли. Пожалуйста, не принимайте меня за Бога-персонажа. Я забочусь обо всех ваших потребностях и целях, которые вы перед собой ставите. Пожалуйста, будьте искренни и откровенны со мной. Я хочу, чтобы вы общались со мной, как с близким другом.
Точно так же я хочу, чтобы вы выслушали то, что я говорю, как заботливый родитель. Подписка на этот канал имеет решающее значение, если у вас есть твердая вера в Бога и христианскую веру. Бог, ваш любящий Создатель, является Создателем всего, что существует, от Солнца, звезд, земли, морей, вершин и всего, что между ними. Уникальным образом Божественное общается с вами в этот самый момент. Кто-то пытается удалить человека из вашего существования. Ваш Небесный Отец здесь думает о вас, и мне нужно обсудить с вами сегодня серьезные вопросы, особенно о тех, кто вам дорог больше всего в жизни. Сегодня я хочу поговорить о важнейших проблемах, которые влияют на людей, которыми вы дорожите больше всего в своем существовании. События, которые вот-вот развернутся в вашей семье, сигнализируют о новом необычайном путешествии, в которое ваша семья вскоре отправится. Беспокойство, чувство страха и печали, которые вы испытываете, вызваны этими обстоятельствами. Однако вскоре вы обретете радость и неожиданные финансовые благословения, поскольку ваши денежные проблемы будут решены. Препятствия, вызывающие у вас финансовые затруднения, ведут к этим преимуществам через божественную благодать. Все это возможно. Продолжайте смотреть это видео до конца, чтобы сделать чудесное открытие. В последние годы у вас были неудачи, и я полностью осознаю их. Сожалею, что вам пришлось нести их бремя. Возможно, вы столкнулись с препятствиями, столкнулись с негативной реакцией или, возможно, потеряли что-то ценное на своем пути. Тем не менее, я хочу, чтобы вы поверили мне, когда я говорю, что этот год будет для вас одним из лучших. Вместе мы восстановим контроль над вашими ресурсами, активами и домашним хозяйством, обеспечив более эффективную помощь. Время, необходимое для того, чтобы ваши мечты стали реальностью, не будет слишком долгим. Однако вы всегда должны сохранять чувство благодарности и веры. Пройдет совсем немного времени, и ваши мечты сбудутся. Поставьте лайк и поделитесь этим видео, если вы верите в Божественное. Помните, доверие – это ключ, который открывает дверь и позволяет вам получить все мои благословения. Может показаться, что решения этой ситуации нет, но если вы мне доверяете, я его найду. В данный момент Всемогущий работает в вашей жизни, чтобы произвести изменения, которые будут Ему угодны. Если вы примете Его в свою жизнь, вы перейдете из состояния нужды в состояние изобилия, поскольку Он превратит всю вашу печаль в радость. С помощью Духа Христова это преображение осуществится. Чтобы получить божественную помощь, необходимо просмотреть это видео от начала до конца, исключая ненужные сцены. Дорогое мое дитя, приготовься к году, наполненному обильным богатством, подарками и победами. Вы рады услышать о чуде, которое избавит вас от всех ваших денежных забот к завтрашнему утру. Доверьте мне свою веру, чтобы я мог творить чудеса в вашей жизни. Я расскажу о последующих фантастических событиях. Помни, я люблю тебя и всегда рядом, когда ты во мне нуждаешься. Очень важно, чтобы вы никогда не забывали об этом. Я недалекий, безличный Бог, скорее, я тот, кто близок к вам. Я хочу, чтобы вы это поняли.
Пожалуйста, не принимайте меня за Бога-персонажа. Я забочусь обо всех ваших потребностях и целях, которые вы перед собой ставите. Пожалуйста, будьте искренни и откровенны со мной. Я хочу, чтобы вы общались со мной, как с близким другом. Точно так же я хочу, чтобы вы выслушали то, что я говорю, как заботливый родитель. Подписка на этот канал имеет решающее значение, если у вас есть твердая вера в Бога и христианскую веру. Бог, ваш любящий Создатель, является Создателем всего, что существует, от Солнца, звезд, Земли, морей, вершин и всего, что между ними. Мое дорогое дитя, я хочу, чтобы ты понял, у меня есть план на твою жизнь. Моя цель – обеспечить для вас благоприятный исход. Лучший образ действий – тот, который не только привлекателен и безупречен, но и эффективен. Я хочу дать вам то, на что можно надеяться, и будущее, которое можно с радостью предвкушать. Я надеюсь построить крепкую связь между нами. Пожалуйста, не беспокойтесь о плане, который я задумал для вас, поскольку он никоим образом не причинит вам вреда. Не обманывайтесь, думая, что это трудная и утомительная задача. Вы достойны этого плана и достаточно компетентны, чтобы его осуществить. Среди всех членов моей семьи вы пользуетесь моим величайшим уважением. Я тщательно обдумал эту задачу, прежде чем поручить ее вам. Если вы верите в Бога и уважаете мое руководство, я приведу вас к жизни, которую я запланировал для вас. Просто доверься мне, это все, что я от тебя прошу. Пожалуйста, знайте, что Иисус по-прежнему сострадает вам, несмотря на любые ваши проступки. Он все еще глубоко заботится о тебе. Помни, моя дорогая, я всегда рядом с тобой. Я буду держать тебя на ладони и никогда не оставлю тебя. Поступая так, я открываю дверь, через которую вы уже никогда не закроетесь. Именно в этом пространстве я запланировал для вас чудесные сюрпризы. Никто другой не будет иметь к вам доступа, и вами будете пользоваться только вы сами. Как бы кто-то ни старался, он никогда не окажет на вас существенного влияния. Вы окажетесь в благоприятной ситуации, не похожей ни на что, что вы испытывали раньше. Важно подойти к этой ситуации с открытым разумом и восприимчивым сердцем. Иисус понимает, что некоторые из вас могут чувствовать, что их игнорируют или забывают. Однако Он хочет, чтобы вы знали, что Он ни в коем случае не забыл о вас. Я неустанно работал в фоновом режиме, чтобы вы максимально эффективно использовали свое время и продолжали действовать с доверием. Даже если вы еще не увидели результатов, верьте, что они уже на пути к вам. Я обещаю вам конец, наполненный радостью. Если вы чувствуете себя потерянным, злитесь на себя или устали, приходите ко мне. Я готов помочь вам. Я благословлю твою жизнь так, как ты даже не можешь себе представить. Я даю вам слово, что это осуществится во имя Бога. Я обещаю никогда не покидать тебя и быть рядом, когда ты понадобишься мне. Среди негатива и тьмы я – путеводная звезда надежды. Мы одно целое, и я буду развлекать вас в своей компании. Я понимаю трудности и личные страдания,
через которые вы сейчас проходите. Пожалуйста, поделитесь этим сообщением, чтобы помочь распространить информацию. Тебе важно понять, что я всегда буду рядом с тобой и никогда не оставлю тебя. Я здесь, чтобы предложить помощь и поддержку на вашем пути к исцелению. Это причина моего приезда. Я остро осознаю проблемы, которые преподносит жизнь, а также те, которые еще предстоит решить. Однако хочу заверить вас, что прилагаю огромные усилия, чтобы улучшить положение вашей семьи. Жизнь действительно иногда может быть трудной, и нам все еще приходится преодолевать препятствия на нашем пути. Все, что я прошу вас, это подойти ко мне, дать полномочия и признать, что вы хотите, чтобы я был частью вашей жизни. Я исцелю каждую болезненную часть твоего тела и прославлю тебя и твою семью. Я немедленно начну этот процесс исцеления. Помощь вам важна для меня, потому что я забочусь о вас и имею сильное желание помочь. Все воодушевлены возможностью нового начала, чего вы с нетерпением ждали. Важно признать, что это новое начало – это реальный потенциал, а не просто надуманная мечта. Вскоре вы освободитесь от чувства беспокойства, спешки мыслей и бессонных ночей. Вы должны доверять мне, верить в меня и признать, что я разрабатываю лучшую стратегию для вашего благополучия за кулисами. Я понимаю, что в твоих интересах. Я хочу обратить ваше внимание на важную концепцию прощения. Как ваш духовный отец прощает вам ваши ошибки, так и вы должны прощать тех, кто обидел вас. Если вы не способны прощать других, вы не можете ожидать прощения за свои собственные ошибки. Прощать других, хотя и не всегда легко, имеет решающее значение. Этот поступок может облегчить груз гнева и обиды, который вы несете, и позволит вам прожить остаток своей жизни в мире, а это могу обеспечить только я. Пожалуйста, помни, что я всегда с тобой, сияя, как солнце. Хоть ты не видишь меня, я, как солнечный свет, всегда рядом, чтобы помочь тебе. Если ты не видишь меня, знай, что я подобен воздуху, окружающему тебя. Я любил и всегда буду любить и воспитывать тебя, как родитель любит своего ребенка. Помните, что я Бог, творящий чудеса. Я божество, которое проложило путь через Тростниковое море, исцелило больных и воскрешило мертвых. Все, что вам нужно сделать, это верить в меня, верить в мои способности и доверять мне. Вы не одиноки в том, что вы сейчас испытываете. Твой Отец, твой близкий друг, и я, твой Бог, здесь, чтобы общаться с тобой. Я здесь, чтобы принести вам искреннюю радость, поднять вам настроение и направить вас на правильный путь. Все, что вам нужно сделать, это обратиться ко мне, довериться мне и попытаться установить связь. Обещаю, что всегда буду внимательно прислушиваться к вашим словам и стремиться оправдать ваши ожидания. Я хочу, чтобы вы знали, что я многое устроил для вашей жизни, и хочу, чтобы вы прислушались к этому. Я всегда выполню свои обещания. Если вы последуете этому методу, у вас появится будущее и повод для оптимизма. Это то, что сделает вас процветающим. Хотя это может быть непросто,
необходимо по-настоящему ощутить полноту моей любви, глубину моего сострадания и величие моей миссии в этом мире. Сейчас в вашей жизни настало время, которого вы с нетерпением ждали. Настал момент для вас по-настоящему пережить это благодаря вашим настойчивым молитвам. Пришло время вам начать пожинать плоды, которые я сохранил для вас в результате ваших молитв. Вы невероятно много работали, и пришло время начать пожинать плоды своих усилий. Несмотря на то, что я полностью осознаю трудности, с которыми вы столкнулись, я хочу, чтобы вы знали следующее. Моя цель – предоставить вам всю возможную финансовую помощь и поддержку. Учитывая, что я, Мое Величество, обеспечу все ваши и мои нужды, вам не нужно беспокоиться о покрытии своих расходов. Я хочу, чтобы вы знали, что я занимаюсь всем, что вам нужно. Вам не нужно беспокоиться о том, как вы покроете свои расходы. Даже если вы сейчас не видите решения, доверьтесь мне. Несмотря на сомнения, которые могут у вас возникнуть, уверяю вас, что я найду для вас способ. Я понимаю, что вы столкнулись с препятствиями, мешающими связям, формирующим вашу личность. Я знаю, что эти обстоятельства невероятно тяжелые. Я знаю, что ваша личная жизнь находится на грани взлета, и я призываю вас поверить мне, когда я скажу вам, что все получится. Посмотрите видео до конца, и если у вас есть вера в Бога, вы обретете утешение. Я понимаю, кто лучше всего подходит вам, кто примет вас без каких-либо предвзятых представлений о том, кто вы есть, и вдохновит вас полностью раскрыть свой потенциал в жизни. Я тот человек. Я знаком с этим человеком. Имейте терпение и верьте, что я приведу этого человека в вашу жизнь в нужное время. Ключевыми компонентами силы являются терпение и доверие, и в нужный момент они проявятся в вашей жизни. Я познакомлю вас с этим человеком и воведу его в вашу жизнь. Преследуя свои подлинные интересы и мечты, вам нечего терять. Так что не бойтесь следовать истинным желаниям своего сердца и мечтать о большем. Я создал тебя с намерением выполнить конкретную задачу и ожидаю, что ты ее достигнешь. Помните, я завел вас так далеко не только потому, что мог, но и потому, что я искренне забочусь о вас и хочу для вас самого лучшего. У меня на тебя большие планы помочь тебе процветать, а не причинить тебе вред, планы дать тебе надежду и будущее. Я задумал эти идеи, потому что хочу для вас самого лучшего. Даже если кажется, что вы все делаете сами, помните, что Бог обещает быть рядом с вами, держать вас за руку и направлять на каждом этапе пути. Даже если вам кажется, что вы одиноки, я укреплю вас, помогу вам и поддержу своей праведной правой рукой. Я всегда рядом с тобой. Я буду творить чудеса в твоей жизни и даровать тебе благословения, превосходящие твое самое дикое воображение, если ты поверишь в меня. Я испытываю огромную радость, оказывая вам услуги как вашему вечному Отцу. Это приближает меня на шаг к выполнению своей роли. Я молюсь, чтобы Божья благодать всегда была на вас. Сохраняйте веру в меня, зная, что я выполню каждое обещание, данное вам. Я понимаю, что в жизни могут быть трудные времена,
а также болезненные и депрессивные моменты. С этими событиями может быть сложно справиться. Однако я хочу, чтобы вы знали, вы никогда не одиноки, какими бы ни были обстоятельства. Я обещаю, что никогда не оставлю тебя, что я всегда буду присматривать за тобой и проведу тебя в трудные времена, если ты позволишь мне войти в твою жизнь. Я обещаю забрать всю боль, которую вы сейчас чувствуете, и заменить ее вечной радостью, удовлетворением и миром. Все, что вам нужно сделать, это открыть двери и впустить меня. Те, кто приходят ко мне и верят в меня, никогда не будут голодать или испытывать жажду. Я – живой хлеб. Если вы примете меня и поверите в меня, я удовлетворю все ваши потребности. Я хочу разделить с вами жизнь, которая изобилует материально и духовно. Напишите в комментариях «Аминь», если верите в Бога. Мне не терпится обнять тебя, когда ты это сделаешь. Я жду тебя с распростертыми объятиями. Обещаю, что в будущем я никогда не откажусь от вашей просьбы. Я понимаю, что бывают моменты, когда тебе трудно мне доверять, особенно в стрессовых ситуациях. Я могу подтвердить это на своем собственном опыте, поскольку я уже был на вашем месте раньше. Хотя вы не можете видеть мою работу, помните, что я всегда неустанно работаю за кулисами. Определите цель своей жизни и убедитесь, что она не предполагает совершение чего-либо неприятного. Вы сможете чего-то с нетерпением ждать и испытывать надежду на будущее. Я действительно хочу, чтобы вы знали об этом плане, которым я собираюсь с вами поделиться. Я собираюсь показать вам свою щедрость от всего сердца. Готовься, мое драгоценное дитя. Чтобы гарантировать, что вы получите повышение и успеете восстановиться и отказаться от своей нынешней роли, я уже добился прогресса. Оно есть, даже если вы сейчас его не видите. Поскольку ты веришь в меня и принял это решение, я открою тебе двери, даже если кажется, что их нет. Просто верь в меня и верь. Несмотря на видимость обратного, я готов открыть для вас возможности. Даже если это кажется невообразимым, я, как ваш гид, способен воплотить это в жизнь. Пожалуйста, помни, ты очень важен для меня, и моя любовь к тебе безмерна. Моя привязанность к тебе просто величайшая, и я умоляю тебя позволить мне позаботиться о тебе. Если вы позволите мне вести вас по жизни, вы откроете для себя жизнь, полную чудес и красоты. Если вы решите идти по жизни со мной в качестве своего проводника и довериться мне, вы поймете истину в моих словах. Моей поддержки для тебя более чем достаточно. Твои слабости просто дают мне возможность показать свою истинную силу. Уверяю вас, что никогда не оставлю вас и всегда буду слушать ваши молитвы. Приготовьтесь получить ваши благословения и чудеса, и будьте готовы сделать это немедленно. Создавая Вселенную, я на каждом этапе принимал во внимание все ваши уникальные потребности. Я создал ваше существование с конкретной целью и судьбой, достижимыми только для вас. Я снабдил вас необходимыми инструментами и наделил исключительными способностями, эксклюзивными для вас. Я предоставил вам все необходимое, чтобы вы могли вести полноценную жизнь.
Однако могут быть моменты, когда вы чувствуете себя оторванным от меня и отчужденным от своего окружения. У вас может возникнуть ощущение, что вы слепо ищете ответы, которые продолжают ускользать от вас. Но помните, я всегда рядом с вами, терпеливо ожидая вашего возвращения и просьб о руководстве и совете. Знайте, что я – факел, освещающий ваш путь, истина, освобождающая вас, и источник вашей радости и удовлетворения. Позвольте мне просветить вас в вашем путешествии. Ожидайте значительных улучшений в ваших романтических отношениях, финансах и физического здоровья в ближайшие 2 недели, которые принесут вам огромную радость. Бог заверил Иова, что предстоящая радость несравнима с горем, которое он сейчас испытывает. Его страдания вскоре облегчатся, и это чудесное событие произойдет в ранние утренние часы. Вы тоже получили божественное послание, указывающее на предстоящее время благосклонности, которое принесет вам большое ободрение. Ожидайте, что вас осыпают благословениями, и ожидайте трансформационных изменений в вашей жизни к лучшему, особенно если вы позволите мне наставлять вас. Жизнь будет полна чудес и красоты, и я уверяю вас, что все, что я говорю, правда, и если вы решите прожить жизнь со мной в качестве своего наставника и довериться мне. Ваша слабость подчеркивает необходимость моего вмешательства, предоставляя мне возможность проявить свою истинную силу. Я клянусь никогда не покидать тебя и всегда прислушиваться к молитвам, которые ты посылаешь мне. Следите за мной, мои дорогие дети. Помните, в моменты отчаяния и безнадежности я – ваш маяк надежды и ваша крепость силы. Я – путь, истина и жизнь, и со мной ты никогда не будешь бесцельно блуждать и не потеряешь свой путь. Ибо я твой проводник и твой защитник, всегда готовый вести тебя к свету и прочь от тьмы. Я твой пастырь, а ты мои овцы. Подобно пастырю, ведущему свое стадо, я проведу тебя сквозь бури и приведу на зеленые пастбища. Я буду питать тебя своей любовью и укреплять тебя своим словом. Не бойся, ибо я с тобой, не ужасайтесь, ибо я Бог ваш. Я поддержу тебя своей праведной рукой. Я знаю, что жизненные испытания иногда могут показаться невыносимыми. Однако помните, что эти испытания предназначены не для того, чтобы сломить вас, а для того, чтобы сделать вас сильнее. Это возможности для роста и трансформации. Будьте тверды в своей вере, ибо я сделаю ваши стези прямыми. Я готовлю вас к прекрасным событиям, которые грядут. Помни, моя любовь к тебе безгранична и неизменна. Я любил тебя вечной любовью. Моя любовь основана не на том, что у тебя есть или что ты делаешь, а просто на том, что ты мой. Вы, мои драгоценные дети, созданные по моему образу, и я восхищаюсь вами. Откройте мне свои сердца и позвольте моей любви преобразить вас. Пусть оно залечит ваши раны и сотрет ваши страхи. Доверься мне, ибо я твое прибежище и крепость, твой Бог, на которого ты можешь положиться. Я скала, на которой вы можете стоять, якорь, удерживающий вас среди жизненных бурь. Дорогие мои дети, я призываю вас к жизни в изобилии.
Я хочу, чтобы вы ощутили полноту моей любви и богатство моих благословений. Я хочу, чтобы вы жили жизнью, наполненной радостью, миром и удовлетворением. Все, что вам нужно сделать, это довериться мне и отдать мне свою жизнь. Позвольте моему слову вести вас. Да будет он светильником ногам вашим и светом на пути вашим. Медитируйте над ним день и ночь, и оно наставит вас и направит вас по пути, по которому вам следует идти. Помните, мое слово – истина, и оно освободит вас. Мои любимые дети, я жду вас с распростертыми объятиями. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Позвольте мне взять ваше бремя и дать вам мир. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Доверьтесь мне, дети мои. Верь в меня. Ибо я твой Бог, твой Спаситель, твой Искупитель. Я Альфа и Омега, начало и конец, и мои обещания вам верны. Я никогда не оставлю тебя и не покину тебя. Я с тобой всегда, даже до скончания века. Итак, стойте твердо в своей вере, мои возлюбленные. Будьте смелыми и сильными. Не бойтесь и не унывайте, ибо я, ваш Господь и Спаситель, с вами, куда бы вы ни пошли. Помните, я ваш Бог, а вы мой народ. Я выбрал тебя и назвал тебя по имени. Я люблю тебя вечной любовью, и ничто никогда не сможет разлучить тебя с моей любовью. Аминь. Я хочу, чтобы ты помнил эту истину. Я тебя очень люблю и лелею. Я наблюдал, как ты растешь, видел каждую борьбу, каждый успех и каждую пролитую слезу. Я был с тобой, молча поддерживая и любя тебя через все это. Мое сердце переполняется гордостью и радостью за человека, которым ты стал. Доверьтесь мне, и я уверяю вас, ваше путешествие будет наполнено благословениями и чудесами. Я понимаю, что бывают дни, когда чувствуешь себя потерянным, когда мир кажется слишком суровым и жестоким. Но помни, я твое прибежище и сила, твой вездесущий помощник в трудную минуту. Я призываю вас возложить все свои тревоги на меня, потому что я забочусь о вас. Я знаю мечты и стремления, которые ты хранишь в своем сердце. Я вижу потенциал внутри тебя, безграничные возможности, которых ты можешь достичь. Доверьтесь моему руководству, и я направлю ваши шаги к предназначенному пути. Я посеял в вас семена величия, и ваша очередь взращивать их и наблюдать, как они растут. Помните, мои возлюбленные, что ваша ценность не заключается в мирских благах или достижениях. Это в твоем сердце, в твоей доброте и твоей непоколебимой вере в меня. Ты – маяк света в этом мире, свидетельство моей любви и благодати. Я призываю вас сохранять веру в трудные времена. Именно в такие моменты проверяется ваша вера и формируется ваш характер. Когда ты почувствуешь, что находишься на грани отчаяния, помни, что я рядом и пронесу тебя сквозь бурю. Я обещаю тебе, мои возлюбленные, что буду обеспечивать тебя, защищать и направлять тебя. Моя любовь к тебе вечна, и мои благословения для тебя бесконечны. Во мне ты найдешь убежище, место мира и любви.
Я благословляю вас смелостью, силой и мудростью. Желаю тебе всегда найти в себе силы преодолеть все трудности, которые бросает тебе жизнь. Желаю вам всегда иметь мудрость отличать добро от зла и делать выбор, соответствующий вашей судьбе. И прежде всего, пусть у тебя всегда хватит смелости следовать своему сердцу и доверять моей любви. Продолжая свое путешествие, помните, что вы не одиноки. Я с тобой, направляю тебя, защищаю и люблю тебя. Доверьтесь мне, и я сделаю ваши стези прямыми. Я твой пастырь, и со мной ты ни в чем не будешь нуждаться. Я благословляю тебя своей любовью, своим миром и своей радостью. Ты моя возлюбленная, и я очень рад за тебя. Пусть моя любовь наполнит твое сердце, мой мир успокоит твой разум, а моя радость осветит твою жизнь. Аминь. Мое любимое дитя, я вижу трудности, которые ты пережил, и слезы, которые ты пролил. Я чувствую твою боль и разочарование. Знайте, что эти невзгоды не остались незамеченными, и они не напрасны. Они совершенствуют вас, формируют вас и готовят к величию, которое я приготовил для вас. Я знаю о ваших сомнениях, страхах и беспокойствах. Но помни, дитя мое, не бойся, ведь я с тобой. Не ужасайтесь, ибо я ваш Бог. Я укреплю тебя и помогу тебе, я поддержу тебя своей праведной десницей. Пусть ваша вера в меня будет вашим путеводным светом перед лицом неопределенности, потому что, когда вы будете ходить верой, вы никогда не будете идти в одиночку. В жизненных бурях помни, что я твое убежище и крепость, твой Бог, на которого ты можешь положиться. Я укрою тебя своими перьями, и под моими крыльями ты найдешь убежище. Моя верность будет твоим щитом и оплотом. Вам не нужно бояться ужаса ночи или стрелы, летящей днем. Я ваш защитник и ваш кормилец. Я работаю за кулисами способами, которые вы не видите, организую события и выравниваю обстоятельства для вашего блага. Я превращаю твой траур в танец, твою печаль в радость и твой прах в красоту. Моя любовь к тебе неизменна и вечна. Дитя мое, я приглашаю тебя войти в период беспрецедентной милости и благословений. Это время, когда мечты, которые вы хранили, молитвы, которые вы шептали в тишине, и обещания, которые я дал вам, осуществятся. Я собираюсь сделать что-то новое в твоей жизни. Возможно, сейчас вы этого не видите, но знайте, что я все делаю ради вашего блага. Вы находитесь на пороге большого прорыва. Испытания, с которыми вы столкнулись, подготовили вас к этому. Стойте твердо в своей вере, держитесь за свою надежду и доверяйте моему выбору времени. Планы, которые у меня есть для вас, это планы, направленные на ваше процветание, а не на причинение вам вреда, планы, которые дадут вам надежду и будущее. Я собираюсь открыть двери, которые никто не может закрыть, и закрыть двери, которые никто не может открыть. Я собираюсь проложить путь там, где, кажется, пути нет. Помните, я Бог чудес. Чудо, о котором вы молились, уже не за горами. Не падайте духом, ибо я услышал ваши молитвы и увидел ваши слезы. Ваше чудо приближается.
Ваш прорыв близок. Доверься мне, отдай мне все и наблюдай, как я творю чудеса в твоей жизни. Я люблю тебя вечной любовью, которая никогда не перестает и не сдается. Я всегда с тобой, направляю тебя, защищаю и обеспечиваю тебя. Дитя мое, я призываю тебя подняться над обстоятельствами, жить в победе, которую я обеспечил тебе, и войти в жизнь с избытком, которую я обещал тебе. Помните, со мной все возможно. Пусть это будет ваш год прорыва, год чудес, год изобилия. Выйдите с верой, доверьтесь моему выбору времени и наблюдайте, как я делаю чрезвычайно, изобильно превыше всего, о чем вы просите или думаете. Это мое обещание тебе, мое любимое дитя. Мои возлюбленные дети, я здесь, чтобы утешить и направить вас на этом жизненном пути, укрепить вашу веру и вселить в вас чувство надежды. Я понимаю ваше беспокойство, ваши страхи и ваши мечты. Я знаю, что вы сталкивались с испытаниями и невзгодами, но помните, каждая неудача – это подготовка к возвращению, чудо, ожидающее своего часа. Путь к процветанию может быть трудным, но не невозможным. Я призываю вас оставаться терпеливыми, стойкими и сильными. Не упускайте из виду свои цели, но и не зацикливайтесь на них настолько, чтобы забыть ценить настоящий момент и блага, которые с ним приходят. Каждый день приносит новые возможности, и в ваших руках воспользоваться ими. Я умоляю вас довериться мне. Я твой пастырь и поведу тебя на зеленые пастбища. Я приведу вас в оазис спокойствия и изобилия, где вы сможете отдохнуть и восстановить силы духа. Я свет в твой самый темный час и радуга после бури. Я мост через мутные воды, твое прибежище и твоя сила. По мере продвижения по этому пути вы можете столкнуться с трудностями, которые кажутся непреодолимыми. Вы можете почувствовать, как будто на вас давит тяжесть мира. Но помни, я всегда с тобой. Не унывайте, ибо я победил мир. Я умоляю вас, дети мои, сохранять веру, сохранять чувство благодарности и быть полезными другим. Акт отдачи является мощным катализатором получения. Чем больше вы отдаете, тем больше вы получаете. Именно благодаря этому циклу отдачи и получения вы можете ощутить истинное изобилие. Держитесь этих слов уверенности и наблюдайте, как ваша жизнь чудесным образом изменится. Вы станете свидетелем проявления желаний вашего сердца. Вы увидите исполнение своей мечты. Вы испытаете радость изобилия, покой безопасности и теплоту любви. Не бойся, ведь я с тобой. Я твой путеводный свет, твой маяк надежды, твой источник силы. Я здесь, чтобы благословить вас, воодушевить вас и вести вас по пути праведности. Доверьтесь мне, и вы никогда не собьетесь с пути. Я Иисус, ваш Спаситель, обращающийся непосредственно к вам. Я здесь, чтобы укрепить ваш дух, залечить ваши раны и наполнить вашу жизнь благословениями. Доверьтесь мне и наблюдайте, как чудеса разворачиваются в вашей жизни. Помни, моя любовь к тебе вечна. Мои возлюбленные дети, я вижу вашу борьбу, ваши слезы и ваши усилия.
Знайте, что ни одно из этих событий не останется незамеченным. Я глубоко вовлечен в каждую деталь вашей жизни и активно работаю над тем, чтобы превратить ваши испытания в триумфы. Я не молчаливый наблюдатель, а активный участник вашей истории жизни. Я твой Небесный Отец, тот, кто любит тебя безоговорочно и никогда не подведет. Помни, дорогой, что ничто не может разлучить тебя с моей любовью. Ни трудности сегодняшнего дня, ни неопределенность завтрашнего дня не могут встать между нами. Я всегда здесь, чтобы направлять вас, утешать и благословлять вас. Доверьтесь моему выбору времени, а оно идеально. Доверьтесь моей мудрости, ибо она безошибочна. Могут быть моменты, когда вам кажется, что вы идете по долине, моменты, когда вы сомневаетесь, действительно ли я здесь с вами. Позвольте мне заверить вас, что это так. Я там в тишине, я там в буре, и я там в тихом шепоте, который успокаивает твое обеспокоенное сердце. Я работаю за кулисами вашей жизни, организую события для вашего блага и моей славы. Поймите, что мои пути не ваши пути, и мои мысли не ваши мысли. Пока вы видите только часть пазла, я вижу всю картину. Пока вы видите только нить гобелена, я вижу весь узор. Доверьтесь моему видению, поскольку оно имеет далеко идущие последствия. Доверьтесь моему плану, он надежен. В ближайшие дни вы станете свидетелями моей силы и моей славы. Вы увидите, как открываются двери и льются благословения. Я собираюсь сделать что-то новое в твоей жизни, то, чего ты никогда раньше не видел. Я собираюсь превратить твой траур в танец, а твою печаль в радость. Я готовлю почву для чуда, которое оставит вас в восторге. Итак, держись своей веры, мое дорогое дитя. Следи за мной, а не за своими обстоятельствами. Держите свое сердце открытым для моего голоса, а не для голосов сомнения и страха. Держите руки поднятыми в похвале, а не сжимаемыми в беспокойстве. Я с тобой, я за тебя, и я собираюсь сделать что-то необыкновенное в твоей жизни. Помни, мой драгоценный, тебя любят безмерно, лелеют сверх слов и благословляют сверх твоих самых смелых мечтаний. Доверьтесь мне, положитесь на меня и позвольте мне вести вас к вашей божественной судьбе. Я твой Бог, твой проводник и твой постоянный спутник. Итак, покойся в моих объятиях, дитя мое. Знай, что я твое прибежище и твоя сила, твой вездесущий помощник в беде. Отдав мне свои заботы и страхи, вы ощутите мой покой, превосходящий всякое понимание. Помни, моя любовь к тебе никогда не перестает. Оно никогда не сдается. Оно никогда не заканчивается. Я ваш любящий Отец и заинтересован в вашем благополучии и счастье. Доверься мне, дитя мое, ибо я собираюсь сделать чрезвычайно, обильно, даже больше, чем ты можешь попросить или представить. Будьте готовы, ведь ваше чудо. Бог обещает заменить все ваши тревоги, страхи и трудности миром, любовью и выздоровлением. Эти изменения произойдут со временем. Когда вы приближаетесь к вратам рая, молитесь искренне и регулярно, и Бог подтвердит ваши молитвы.
Всегда помните, что Бог проведет вас через любые трудности, с которыми вы сталкиваетесь. Если ты веришь в Бога, ты победишь.